Проблема информационной перегрузки не нова. Ежедневно мозг современного человека перерабатывает в сотни раз больше сведений, чем это было 20-30 лет назад. Обсудим проблему прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня вместе с нами руководитель проекта «Речевые коммуникации» в рамках большой программы «Диалог с молодежью» и представитель проекта «Дети вне политики» Людмила Чернышова. Людмила, здравствуйте. Да, здравствуйте. Итак, информационная перегрузка, информационное поле. Как вы характеризуете сегодня вот это направление? Само информационное поле, которое сформировано и формируется у ребенка, у взрослого человека, да и вообще в целом, оно сейчас в условиях ВУКа мира, да, постмодерна, в связи с этими двойственными понятиями, оно некачественное. Поэтому это очень тема такая щепетильная, актуальная. Есть понимание интервенции и интерпретации, и то, как мы интерпретируем что-либо, да, наше восприятие, это ведь только наше восприятие, и поэтому так или иначе возникают большие, я бы сказала, даже большие и множественные сложности в отношениях с людьми и вообще в отношениях конфессиональных соглашений, и проблем очень много. Правильно ли я понимаю, что вы работаете со студентами в рамках проекта «Речевые коммуникации» и помогаете людям понять, когда ими манипулируют, когда им что-либо говорят, да, либо они видят какой-то информационный поток, либо они уже умеют затем узнавать, когда можно доверять собеседнику. Вот где разница? Да, с одной стороны это так, как мы говорим, да, но, да. Даже есть такая манипуляция, да, которую студенты сами разработали, когда они слышат речь, когда им говорят «да», но потом через запятую говорят «но». Да? Это же тоже манипулятивно, это тогда, когда неутвержденное что-то. Мы работаем не только со студентами, потому что в этот раз случилось так, что родительское сообщество к нам обратилось, и не только студентов, а старших школьников, но и совсем недавно, буквально, мы отрабатывали и работали даже с детьми в возрасте 9 лет, в связи с тем, что очень многие социальные сети, так скажем, да, преподносят и фейковые информации, и, наверное, основная, такая сеть — это ТикТок, которая сейчас очень актуальна среди детей, молодежи и так далее. И, конечно же, приходится в рамках своей профессии, да, экспертности работать не только на, так скажем, на благо получателя, да, но и на оценку. Какие решения здесь могут быть? Что вы можете посоветовать родителям школьников, которым 9 лет, как вы говорите, да, и тем, у кого дети студенты? Как общаться здесь? Но в первую очередь, наверное, я бы хотела, чтобы каждый из родителей зарегистрировался в ТикТоке. Я слышу такую информацию, что это там помойка, да, они говорят. И я всегда говорю: разбавьте с собой эту помойку. Это как раз тот случай, когда нам не до самоутверждений и не до высоких каких-то ценностей, да, что я там не буду находиться в этой платформе и так далее. Здесь как раз-таки, если ребенок оттуда не уходит, а он не уходит, так, все, он не уходит. Если он туда зашел, его оттуда уже забрать очень сложно. И они там живут. Если вы забираете ребенка, да, с соцсетей, он становится оторванным, допустим, от коллектива, от класса и так далее, что не лучше. Поэтому я считаю, что каждый из родителей, и вы, и я, мы должны зарегистрироваться в этом ТикТоке и вести свою деятельность, да, предметную, проектную деятельность, не вникая и не втягивая детей в это политико-публичное поле даже, я бы так сказала. Людмила, данные вы как куратор проекта «Речевые коммуникации» приводили. Всего у нас в Башкортостане молодежи, возьмем 2019 год, это самая свежая информация, 837 тысяч. При этом профилактикой антиэкстремистской направленности вы приводили данные, вовлечено 133 тысячи человек, либо 16%. О чем говорят эти цифры? Это большие цифры? Это очень большие цифры. Это очень большие цифры в связи с тем, что, смотрите, можно же как-то пройти мимо, да, не вовлекаться в эту историю. Можно давать экспертную оценку этой истории. То есть предметное поле, само предметное поле, оно очень уязвимо. И когда ты вовлечен, то есть ты находишься в
предмете, да, в этом, то ты не управляешь собой. И если, допустим, дети и взрослые, да, если бы они просто дают какую-то оценку, если они, например, как-то со стороны являются какими-то наблюдателями, да, или делают какие-то собственные выводы, занимаются своими проектами, и эти проекты направлены на что-то, ну, неважно, какая у них цель, это другая история, но они вовлечены в эту историю, и они находятся в процессе, и они так или иначе исполняют чью-то задачу, чью-то поставленную кем-то задачу, потому что позиции у ребенка еще нет. И я вам даже больше скажу, не у каждого взрослого есть позиция, собственная позиция, которой они там движутся, придерживаются, потому что я очень часто разговариваю с родительским сообществом, и очень много людей недовольных, да, ну, теми условиями, в которых они находятся. И когда мы задаем элементарные вопросы, что такое для вас ответственность, да, они говорят, ну как, то есть у них есть путаница в понятиях, что такое ответственность и исполнительность, интервенция, интерпретация, смыслы, замыслы. Они не понимают вообще сути того, что на самом деле происходит. Они просто недовольны, у них есть вот этот сформированный негатив, и они не знают, что с ним делать. Мы работаем не только с точки зрения речи, да, как таковой, хотя сами студенты у меня разрабатывают вот эти принципы речевых коммуникаций. Что-то они ищут из опыта, исходят, да, как они вот, да, но это как раз вот их принцип. Да, они сами разработали. Помимо вот этих принципов, студенты разрабатывают еще психологические защиты, да, как с этим быть. То есть не базовые психологические защиты, которые у нас есть, а как с этим быть конкретно личностным, да, вот в этом случае. И сам родитель, который приходит, он же, допустим, когда студенты, мы психологически работаем, да, психолингвистически работаем, лингвисты работают эксперты. Так как я являюсь экспертом ОСИ, да, мы сейчас изучаем курс, вот мои студенты изучают курс обработки естественного языка, потому что очень много таких понятий, например, скрип колеса и скрип колеса. Да? И мы никогда не знаем, то общение, которое идет там в соцсетях, в смс-ках, в смайликах, да? У меня был случай, это вообще такая история, суицидальный случай, когда приходит девочка и говорит, я как бы все решила, я просто вот пришла к вам, я вот хотела вам сказать, вы мне столько помогали, но все-таки вы не справились со своей работой. Я говорю, да, я вас понимаю, конечно. Она говорит, нет, я все-таки вот решила, что нет мне здесь места. Я говорю, а что случилось? Она говорит, вот видите, и здесь написано, ладно, или там ясно, то есть для них они как-то это воспринимают, а ведь это всего лишь написанное слово. Какую эмоцию закладывал в это слово человек, который вам писал, и какую эмоцию закладываете вы, когда это воспринимаете, это может быть абсолютно разное. И когда мы с ней разобрались, выяснилось, что ей сказали, что ее поняли, а вообще-то они сказали, что ты не нужна. Вот такие вещи происходят сплошь и рядом. Что касается, наверное, все-таки политического поля, это очень серьезно, это та задача, да, которую нам предстоит еще решать. Это очень серьезная такая история, потому что те установки, которые закладывают взрослые в детей, как раз-таки являются, наверное, основой вот этого нездоровья, так скажем, да, и мы занимаемся еще социально-нравственным оздоровлением населения. Вот кафедра, на которой я работаю, она не просто выдает дипломы, дает какие-то знания. Знания вторичные, первичное мышление. Мы формируем у студентов оргуправленческое мышление, чтобы они понимали, как управлять собой в той или иной ситуации, как не вникать, как не быть в процессе. То есть мы взращиваем управленцев, это очень важно. Можете хотя бы парочку примеров? Да, конечно. Вот мои студенты учатся, да, я преподаю такой предмет, называется «Эффективность принятия управленческих решений». И когда они увидели, что очень часто, когда мы стали в лабораторных условиях разбирать, на каком основании они там приняли то или иное решение, и когда они увидели, что что-то очень часто на эмоциях, да, что-то происходит, просто. Вот у них такое выражение есть. Я говорю, почему? Просто. Или я говорю, и что? Все. Я говорю, что все? Ой, все.
да, вот они же говорят, и вот эти вот общности, да, и ты не знаешь просто даже, как к ним подойти. И когда они лабораторно начали исследовать, они увидели, что есть этическая составляющая, есть этническая составляющая, то есть есть политическая составляющая, психологическая, социальная, и есть формулы специальные, психолингвистические формулы. То есть вы говорите, а я знаю, что вы подразумеваете. Иногда, я так часто говорю, вы не знаете, что вы говорите, я знаю. Вот. И когда они увидели это, когда они поняли, что речь измерима, что психика измерима, что мышление измеримо, можно посмотреть, да, как это происходит с помощью формул. И когда они увидели ту литературу, которую мы им даем, ее просто так не купишь, мы предлагаем им. Она у меня просто есть на сайте, на страничке, когда они увидели, что такое знак и деятельность, что это абсолютно не равно, что слово не равно деятельности, и то, что решения принимаются, они измеримы с помощью там метода, Боже, у нас даже есть курс, как с помощью геометрии познать себя. Когда они увидели, что все математически исследуется, они поняли, что все матрица и все достаточно. Давайте в этот момент мы отправим тех, кто заинтересуется подробнее, к вам в социальные сети. Могут почитать, да. Да, и там они смогут найти подробную информацию. Еще один последний вопрос успеваю задать. Еще в 2012 году известный актер Константин Хабенский на встрече с президентом России Владимиром Путиным присутствовал со значком «Дети вне политики». Вы в Башкортостане представляете этот проект, да? Над чем сейчас работаете и на что направлены действия? Как раз, наверное, мы занимаемся тем, чтобы дети занимались своими проектами, своими стартапами, пусть маленькими стартапами. Вот это молодежное предпринимательство, которое сейчас очень поддерживает президент, и мы поддерживаем. Фонд развития инвестиционных проектов, который я тоже здесь представляю, это поддерживает. Как раз-таки, наверное, является профилактикой вот этих деструктивных явлений. Я считаю, что дети должны быть вне политики, у них нет своей позиции, они не могут ее выражать, и более того, они не могут ее сформировать качественно, грамотно. И, наверное, они не просто должны быть вне политики, они должны быть отдалены вот этих вот от партий, да, всевозможных. Я, честно скажу, открыто, да, что я категорически против, например, всевозможных детских проектов под эгидой каких-то партийных организаций и так далее. Это же тоже политика. Вот. Поэтому мы детей отправляем реализовывать проекты через какие-то НКО, ОНО, да? Мы помогаем, чтобы у нас были центры профилактики, профориентационные центры, что очень сейчас актуально, эффективно. Будущее это работает. Да. Спасибо большое, Людмила. Очень интересный разговор, я думаю, получился. Сегодня вместе с нами в эфире программы интервью главного телеканала Республики была Людмила Чернышова, руководитель проекта «Речевые коммуникации» в рамках большой программы «Диалог с молодежью». Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.